Мы продолжаем, вернее завершаем наш сегодняшний видеосюжет, наш сегодняшний видеокомментарий, который, повторюсь, касается мирового валютного рынка за истекшую неделю с 8 по 14 января и называется евро перед ростом февраля, январский боковик, январский боковой тренд. Третья часть видеосюжета. Итак, в сухом остатке Евроцентробанк сделал паузу до следующего заседания Совета управляющих. Прошлый четверг, 10 числа, одержал тактическую победу, предоставив ФРС, а вместе с ней и Конгрессу, Белому дому Америки самостоятельно расхлебывать кашу проблемы провока с долларом, которая, насколько мне представляется, будет очень горячей, ввиду готовящейся нешуточной политической баталии по этому поводу. Кроме того, избрав в дебюте года стабильность, руководство Евроцентробанка продемонстрировало свою уверенность в неотвратимости ренессанса экономики Старого Света, а также подчеркнув свой нейтралитет в отношении непростого для Америки времени, то есть политика невмешательства. В этом контексте, полагаю, текущая ситуация в монетарном союзе выгодно отвечает последствия грядущей экзекуции рейтингового агентства в отношении Америки. Поэтому недавний анонс о намерениях некоторых системных инвесторов стран Азиатского и Тихоокеанского региона начать вкладываться в бумаги Европейского фонда стабильности ИСМ очень скоро трансформируется в реальные сделки, обеспечив укрепление базиса фонда страховки от возможного рецидива долгового кризиса в странах монетарного союза на фоне высоковероятной пролонгации укрепления единой европейской валюты. Но это случится, повторюсь, уже позже, в феврале месяце. Причем, несколько забегая вперед, решим предположить, что это пока еще цветочки, которые в феврале рискуют трансформироваться в очень привлекательные для зеленых медведей ягодки. Должна наша цифра по паре евро-доллар 1,35 доллара за евро покажется в валюте США невинной детской шалостью и откровенным благом. Но для этого евро, повторюсь, придется пройти чистилище бокового тренда в оставшиеся дни января. Повторимся. Пятница, 11 пара евро-доллар продолжила начатый в четверг рост, причем без какого-либо видимого повода. Была пробита вверх отметка 1,33. 14 января в азиатскую сессию уже был показан локальный максимум 1,3404 тысячных долларов за евро. Иначе говоря, как мы и предполагали, рынок забрал стопы выше отметка 1,33, хотя выход вверх был сильнее, чем обозначен нами в предыдущем обзоре 1,334 тысячных долларов за евро. Затем пара откорректировалась до отметки 1,3335 тысячных долларов за евро. Вышедшие днем данные по промпроизводству в Европе не порадовали рынки. Это, конечно, хорошо, мало, но пока рынок не реагирует на этот негатив, и евро относительно доллара остается достаточно высоким. Но, полагаю, вряд ли пара евро-доллар на верхах задержится надолго. Скорее пойдет снова вниз к отметке 1,305, поскольку логика колебательного бокового движения, начало которого было положено в начале текущего года, предполагает, что теперь-то рынок должен идти снимать стопы внизу. У тех игроков, которые после пробития отметки 1,33 доллара за евро поверили в то, что рост евро наконец-то начался. Пользу локального или же ситуативного роста курса доллара говорит и ниже следующий аргумент. В последние месяцы казначейство США вынуждено было сократить объемы размещений тамошних казенных бумаг, поскольку эти размещения сдерживал лимит госдоллара. А нынче привлечение, в общем-то, казначейство вообще остановило. Но как только лимит госдоллара будет повышен, казначейство снова начнет агрессивно занимать на рынке, чтобы восполнить вынужденную паузу. И это приведет снова к росту курса доллара. Это традиция. Размещение казенных бумаг в Америке вызывает автоматический рост курса доллара на биржевом Форексе. Но, думаю, эффект от этого не будет долгосрочным. И мы по-прежнему считаем, что в этом году достаточно обозримом будущем будет показана отметка по паре евро-доллар 1,4 доллара за евро. Хотя этот фактор ситуативно баксового плеча должен сыграть не зря же 0,2 числа, как мы указывали выше, было восстановлено падение доллара, которое явилось логичным после того, как было принято решение по фискальному обрыву. Но евро не смог тогда пробить вверх
отметку 1,33 доллара за евро, а побил почему-то это во второй половине прошлой недели, поводом чему послужило всего лишь заседание Евроцентробанка, исход которого, напомню, был известен даже торговкам на Днепропетровской озерке. Мы по-прежнему считаем, что дебют года водяной гадюки показал значимого ослабления доллара в период, когда США испытывает проблемы с фискальным обрывом и уровнем госдоллара, допущено не будет. Посредством лимассонской договоренности глав Евроцентробанка или по иным причинам. Так что нынешний выход пары евро-доллар выше уровня 1,33 доллара за евро имеет лишь спекулятивную природу, и долго пара здесь не задержится, впоследствии немножко откатившись вниз. Текущий, от 14 января возврат пары евро-доллар боковик – ничто иное, как банальная фиксация лонгов по выросшему курсу евро, не больше и не меньше. Кроме того, по паре евро-доллара основным событием новой недели станут итоги аукционов, то есть базисное основание по размещению десятилетних облигаций правительства Испании в течение дня послезавтра, 17 числа, 17 января. Ситуация на рынке долларового капитала этой страны, напомним, заметно стабилизировалась после заявления Евроцентробанка о намерении проводить интервенции в случае необходимости. А потому мы ожидаем успешного размещения нового пакета займов. Тем не менее, любые негативные сюрпризы могут оказать давление на евро. С точки зрения теханализа, пара евро-доллар пребывает в восходящем тренде. В случае преодоления сопротивления 1,342 тысячных доллара за евро, целью движения на ближайшие несколько дней может стать отметка 1,35, но ненадолго, подчеркнем. Британский фунт будет ожидать данных по инфляции Туманного Альбиона, это будет сегодня, 15 числа, в 11:30 Киева, и розничные продажи за декабрь. Уже 18 января, тоже в 11:30 Киева. Динамика цен пока не вызывает серьезное беспокойство Банка Англии, а потом реакции на этот отчет может носить ограниченный характер. Чего не скажет о цифрах по розничным продажам. Фунт может реагировать на них очень серьезно. В последнее время экономика Великобритании чувствует себя не очень хорошо, а потому здесь возможно усиление давления на британца после выхода этих данных. С позиции теханализа, в случае продолжения ослабления доллара относительно евро и укрепления, соответственно, единой валюты, пара фунт-доллар в таргете движения будет держать отметку 1,625 тысячных доллара за фунт. Японская иена по-прежнему будет заряжена на ослабление. В стране перманентных вербальных интервенций нынешнего руководства, нового руководства страны, а также месседжей от тамошнего национального банка. Однако она технически уже несколько перепродана. Открытие длинных позиций по паре евро-доллар-иена на новых максимумах видится занятием достаточно рискованным. Гораздо более привлекательным видят покупки во время коррекций от уровня поддержки на часовых и 4-часовых временных рамках. Целью текущего восходящего тренда пары доллар и иена видится отметка 93,60 иены за доллар.